Сегодня памятная дата. Ровно 32 года, как последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. В этот день принято вспоминать всех воинов-интернационалистов, тех, кто честно выполнил свой долг перед Отечеством. На возложении цветов у Вечного огня присутствовала и Анна Зубарева. Родственники погибших солдат, ветераны, представители власти. В руках у всех сегодня красные гвоздики. И лютый мороз не помешал отдать дань памяти тем, кто так бесстрашно бился по приказу. Вы представляете, мы знали, что уходим в бой, и кто-то не вернется. Так мы буквально через 1,5 месяца потеряли первый экипаж. Перед боем страх, естественно. А потом, когда начинается боевая работа, там нет страха, там выжить. И здесь все включается. Никакого страха, только боевая работа, прикрыть ребят. Юноши в то время готовили быть интернационалистами. Тогда это понятие, говорят ветераны, имело серьезный вес. И уж подавно ни у кого не вызывало сомнений, что служить надо на своей родине или за ее границами. Афганцы вспоминают, как в субтропиках круглый год изнывали от жары. И как проводили досуг. Много читали, играли в волейбол. Одни даже создали запруду, куда запустили маленьких гуппи, рачков и рыб посерьезнее. Не все же было воевать. За время нахождения там 31 пробоину получил. На свой день рождения 20. Второй раз родился. В этот день я больше не летал. По решению командира полка. С этой недели в республике стартовала военно-патриотическая декада. Значит, у школьников и студентов началась насыщенная программа из экскурсий, уроков мужества. А в Национальной библиотеке открылась выставка, посвященная 32-летию вывода советских войск из Афганистана. Ее помогли организовать офицеры России и военно-историческое общество. Здесь представлены фотографии из личных архивов. Мы всегда говорим о военно-патриотическом воспитании, да, подрастающего поколения, молодежи в том числе. Поэтому вот эта выставка, она как раз и символизирует, и показывает, какой вклад внесли жители Республики Коми, которые принимали участие в различных войнах, в различных локальных конфликтах, показывает их примеры, знакомит ребят с их биографией. Особое место на выставке занимает вот эта книга, изданная 15 лет назад. Ее буквально называют гордостью экспозиции. Издание «Моя война не о прошлом». Это был первый опыт нашей республики, он уникален и очень ценен и сегодня, когда под одной обложкой были собраны воспоминания ветеранов боевых действий, будем так говорить, да, воинов-интернационалистов, которые исполнили свой воинский долг за пределами нашего Отечества во многих странах. К слову, на прошлой неделе Владимир Ойба поручил закрепить за каждой школой ветеранов боевых действий. Ведь лучше них с просветительской задачей не справится никто. Что важно, это должна быть не разовая акция, а постоянная системная работа. Анна Зубарева, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.